Они хотят затащить народ на выборы. Остался месяц до выборов и стали появляться первые соцопросы, политтехнологические проекты, ориентированные на манипулирование общественным мнением. Впрочем, согласно многим ученым, общественное мнение не существует и только конструируется в ходе социальных опросов, других мероприятий, дающих людям определенную установку. Технология формирующих соцопросов уже давно применяется в Казахстане. Данный метод, push-poll, появился тогда, когда социологи заметили, что даже незначительные изменения вопросов вызывают разные ответы респондентов. То есть, манипулируя вопросом, стало возможным манипулировать и ответами, общественным мнением. Однако нас больше интересуют другие технологии искусственного формирования избирательной явки. Появились разные инициативы вроде команд наблюдателей, либо голосования против всех посредством вычеркивания всех партий в списке. Да, по нашему избирательному законодательству нет критерия, кворума порога участия людей на выборах, чтобы признать их состоявшимися. Тем не менее, думается, что если, допустим, на избирательные участки 10 января 2021 года придут проголосовать всего лишь 10% от всего электората, то это будет явно неудобно перед всем миром. Если представители разных агентств, СМИ зафиксируют почти полное отсутствие избирателей на участках, кроме узкой прослойки правящих чиновников, их родственников, некоторых работников бюджетных учреждений, организаций. В таком случае это будет большой удар по нашей власти. И эти выборы негласно будут признаны нелегитимными, как и власть нового мажилиса, новых маслихатов. Поэтому казахстанские власти боятся, что на выборах явка будет катастрофически низкой, учитывая январские морозы и прочее, и соответственно, они под любым предлогом хотят затащить на избирательные участки людей. И пусть они что хотят, там делают с бюллетенями, портят либо вычеркивают там все, главное, чтобы они пришли. Иначе несколько процентов явки – это не камильфо, и мир усомнится в легитимности выборов и власти всего правящего режима. Все упирается в технологию легитимизации и нашей власти. Наша власть ориентирована на легитимизацию не внутри страны, а на международной арене. Чтобы ее право на верховную политическую власть в Казахстане признавало международное сообщество. В первую очередь ведущие страны мира, начиная с Соединенных Штатов Америки. Наши компрадоры же от всей своей закомплексованной провинциальной души хотят, чтобы в лучших домах мира их считали не дикарями, а своими людьми. Иначе говоря, для нашей правящей элиты нет проблемы в легитимизации своей власти внутри страны, и их, по большому счету, особо не волнует одобрение и признание со стороны общества их права управлять страной. Наши правители уже давно добились того, что все общество признает их приоритетные права на власть, поскольку несогласных зачищают, либо покупают, кооптируют во властную элиту. Власть научилась за эти годы поддерживать минимальный уровень социального благополучия нашего народа. И это удерживает народ от острых протестных выступлений. Второе, наш народ настроен конформистски по отношению к власти. В нашем народе популярны авторитарные ценности, демократические ценности абсолютно неприемлемы для казахстанцев. В конечном итоге наши люди – носители двоемыслия, то есть одновременно ругают власть и покорно почитают ее. Казахстанцы готовы голосовать за того, на кого укажут власти, либо признавать победителем на выборах любого властного кандидата. В противном случае людей могут лишить работы, доступа к кормушке, репрессировать, зашугать. Хотя все же большинство искренне голосует в пользу власти, так как издавна инстинктивно поклоняется государственной машине, жаждет, чтобы государство было мощным, жестко насаждало порядок и контроль. Но если казахстанцы втихаря проголосуют за другого человека, то зная, что власти нарисуют нужные голоса тому, кому нужно. Вот так в наших людях одновременно, полюбовно уживаются два мира – хаяние и поклонение власти. Поэтому-то у нас не любят ходить на выборы, считая это дело бесполезным занятием. Следовательно, выборы в Казахстане в принципе не нужны для легитимизации власти, разве что только для внутристранового юридического оформления очередного срока правления. Да и то юридический статус, по сути, закрепляется силой, атмосферой страха. В этой связи повторим, что наши выборы продолжают работать в основном для имитации демократического процесса перед западным сообществом, международными наднациональными структурами. Так наши диктаторы, во-первых, получают международное признание своих режимов, легитимизацию, что, конечно, выгодно продают внутри страны.
Во-вторых, таким образом, наши правители хотят прилично выглядеть в западном обществе могущественных людей, от которых сильно зависят их личные экономические и политические интересы. Одним словом, выборы у нас являются фарсом, бессмысленной процедурой. Вы на выборах можете хоть голыми бегать по избирательным участкам, поставить везде скрытые камеры видеонаблюдения, чтобы фиксировать нарушения, властям все по барабану. Они потом нарисуют сколько надо процентов. Администрация президента, наверное, уже сейчас на руках имеет спущенные сверху узкой правящей группой лиц результаты выборов. Блок привилегированных депутатов определяется правящей элитой заранее. Ведь уже почти 20 лет у нас административный ресурс в ходе выборов достигает почти 100%. Любой политтехнолог знает, что наличие даже 51% административного ресурса на выборах говорит о том, что результат этих выборов будет в пользу действующей власти. Короче, повторимся, выборы у нас являются фарсом, спектаклем. Таким образом, большим ударом по этой имитации будет, если явка 10 января будет ничтожно малая. Это будет абсолютная делегитимизация казахстанской власти в международном масштабе.